Восторженные крики туристов сегодня слышны у подножия Столовой горы в сельском поселении Байни. Мосты дружбы продолжают сближать жителей России. И на этот раз в республику приехали делегации Курской и Белгородской областей. Эти мосты предназначены не для того, чтобы соединять берега рек и уменьшить расстояние между людьми, как данное техническое сооружение. Однако их значение ничем не меньше. Мосты дружбы делают людей ближе культурно. После таких встреч жители разных регионов большой страны узнают культуру и традиции народов России. Туристы пробудут в республике 3 дня. За это время они посетят и горную, и равнинную часть республики. Они уже успели ознакомиться с лезгинкой и национальной ингушской кухней. Сегодня гости обучаются верховой езде. Очередь большая, но покататься успеют все. Пока одни заняты конным делом, другие учатся стрельбе из лука. Главная цель проекта – наладить мосты туристической дружбы. Гости смогут узнать о национальных ремеслах ингушей и поучаствовать в мастер-классах. Я здесь первый раз, к счастью, наверное, потому что я считаю, что в республику нужно приезжать в более сознательном возрасте, потому что увидеть красоту этого недостаточно, просто посмотреть красоту, нужно еще понять традиции, нужно немножко окунуться в культуру. Было очень интересно, на самом деле. Вчера мы посетили мастер-класс по ингушским танцам. Это было очень интересно. Ингушский шаг нам показали, то есть какой-то колорит особый. Ингушетия, Курск, Псков, Астрахань, Белгород, Волгоград, Рязань. Мосты дружбы продолжают объединять регионы России. Проект призван укрепить согласие между народами нашей страны. Нам очень понравилась ваша республика. Просто очень гостеприимный народ. Встречают со всем радушием, все объясняют, поясняют, показывают красоту гор. Нам рассказывали о всех точностях и неточных моментах брака, веры. Нам был очень интересен быт. Кроме знакомства с республикой, у делегатов еще одна важная миссия – открыть для Курской и Белгородской областей Ингушетию как место туристической привлекательности. Ведь регион с ее богатой культурой, величественными башнями и потрясающими горными пейзажами может стать излюбленным местом российских туристов. Конечно, прекрасная, великолепная республика с прекрасными людьми, с прекрасной историей, с прекрасными национальными традициями, с прекрасной кухней. Естественно, регион в дальнейшем, я думаю, что будет очень популярен, но единственное, что нужно немножечко уладить туристический кластер, да, улучшить его, улучшить транспортную логистику между областями и регионами. И я думаю, что все у нас получится. Мосты дружбы, проект Адама Мальсагова, реализуется 3-й год. За это время в Ингушетии побывали туристы Пскова, Астрахани, Волгограда. Ну а до конца года к нам приедут и гости из Рязани. В среднем бывает 3-дневный маршрут. Мы показываем как достопримечательности равнинной местности нашей, так и горной. Посещаем как памятники архитектуры, так и природные памятники. Кроме этого, добавляем для них различный интерактив. Всего в республику приехали около 30 человек, работающих в сфере турагентства и турфирм, а также представители молодежи, которые связаны с туристической отраслью из Курской и Белгородской областей. В рамках проекта делегация из Ингушетии также отправится в эти регионы. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.